С сегодняшнего дня и на ближайший месяц в городе началась череда общегородских субботников. Отравление или инфекция. Проводится проверка по факту госпитализации учащихся гимназии-интерната. Встречи на местах и обсуждение насущного. В преддверии Дня пожилых в городе проводятся мероприятия с участием ветеранов. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Сибае начался месячник чистоты. Общегородские субботники будут проходить еженедельно. Их основная цель – подготовить город к зиме. С самого утра на своих закрепленных территориях убирались работники городских предприятий, учреждений и организаций, а также частные предприниматели. Среди видов работ – уборка мусора и побелка бордюр. По информации на 2 часа дня, горожанами за сегодня было собрано около 40 кубометров мусора. Следственные органы Следственного комитета республики проводят доследственную проверку по факту госпитализации 7 учеников Сибайской гимназии-интерната. Вечером 27 сентября учащиеся обратились в приемный покой горбольницы с жалобами на плохое самочувствие. Из 13 человек 7 были госпитализированы с диагнозом вирусный острый гастроэнтерит. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное. Проверку по данному факту ведут и специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. В целях проверки мы выехали на место, как говорится, гимназию Сибайский, гимназия-интернат. На месте убедились, фактически они действительно были госпитализированы. Да, мы посмотрели работу пищеблока. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для локализации и ликвидации данного очага заболевания. При этом проводится отбор пищевых продуктов, суточные пробы, которые оставляются обычно за 2 суток до начала заболевания. Отбираются текущие пищевые продукты, отбираются анализы от сотрудников, у детей, которые заболели. Все это проанализируется, потом уже будет общая информация. В эти выходные в Сибае пройдет ряд мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Между тем, уже в преддверии этой даты в Сибае также были организованы различные мероприятия. Это дни открытых дверей, прием граждан по личным вопросам, акции по линии здравоохранения и многое другое. Так, накануне представители администрации Сибая побывали в поселке Туаляса, где встретились с ветеранами. Накануне Дня пожилых людей представители администрации, а также специалисты пенсионного фонда, многофункционального центра Центральной городской больницы выехали в Туаляс, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, как сегодня живет поселок. Стоит отметить, что в последние годы здесь делается многое для улучшения жизни и создания комфортных условий для проживания, нередко по инициативе самих жителей. Это один из первых поселков, который действительно все собрали документы, сдали, и в этом году вам сделали водопровод. Все вы об этом знаете. Значит, теперь потери воды нету такой большой, то есть насос так много не работает, потребление, значит, электричества убавилось, то есть там есть и действительно многие, значит, экономические показатели, которые действительно благоприятно сказались именно как на вашем поселке. Также в рамках реализации программы поддержки местных инициатив в поселке скоро начнет действовать фельдшерско-акушерский пункт. Ильфат Сафин подробно остановился и на тех работах, которые ведутся в самом городе. Далее встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Жителей волновало плохое состояние дороги, беспорядочный выпас лошадей предприятия «Ситна», график передвижения маршрутного автобуса. Все вопросы взяты на контроль. Далее встречу украсили выступления артистов города. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Уже завтра, 30 сентября, слэдж-хоккеисты из Уфы «Башкирские пираты» в рамках тура по республике проведут мастер-классы для жителей Сибая. Встреча состоится в Ледовом дворце Ирандык в 14 часов 30 минут. В программе мастер-класса «Микроматч». Все желающие смогут сесть в сани и попробовать выехать на лед. Занятие бесплатное. Цель акции – привлечь детей и молодежь к паралимпийскому виду спорта. Слэдж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» продолжает набирать игроков в свою команду. Приглашаются подростки от 10 до 16 лет, а также мужчины от 16 до 32 лет с нарушениями двигательной функции нижней части тела. В
преддверии Дня пожилых наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать у виновников торжества, чувствуют ли они свой возраст и что помогает им не терять бодрости духа. Здравствуйте. Сибайское телевидение. Хотелось бы поздравить вас с праздником приближающимся. Поинтересоваться, на сколько лет себя внутренне ощущаете, ваш внутренний возраст? На 17. На 20. Ага. А что придает тонуса жизненного? Пару слов, пожалуйста. А мы работаем, у нас коровы, огороды, Хозяйство. детей много, внуков много. А На чем 20 это лет выражается? младше, чем сейчас 72, лет на 50 примерно. Да? А скажите, пожалуйста, чем обусловлено, что придает жизненной энергии, в принципе? Здоровый образ жизни, хорошая работа была. Работал в БШПУ 11 лет, работал в инспекции 11 лет, в Башкирэнерго 10 лет. Так что на производстве, короче. Желаю всем пенсионерам, всем пожилым людям здоровья. Ну и в бассейн хожу. Почти уже 80 доходит, А внутренние ощущения? а внутренне нормально. Чувствую себя молодым, только когда в зеркало не смотришь. Но, А чем это обусловлено, внутреннее состояние? ну, вроде как, чувствуешь себя так, что не хочется стареть, да и вроде как бы в душе, вроде как молодой. Вроде только что институт закончил, уже на пенсии. На 80 еще себя не чувствую. А почему? Что придает жизненной энергии, бодрости? Поделитесь. Желание жить, наверное. Не поддаваться никаким всяким разным этим уныниям. Вот так вот я думаю. Всех сибайских старух и стариков поздравляю с праздником пожилых людей. Тонус жизни маленькие пенсии придают. Поэтому приходится подрабатывать, да, вести. Естественно, все подработают. Спорт, бег. Только это, вот пробежки. Бегай туда-сюда, вот и занимается. И поэтому у меня здоровье позволяет. А бегаете по каким хлопотам? Ну каким? У меня мамуль старая. Бегаю вот туда-сюда. Вот на несколько домов я бегаю. И вот так вот Да, каждый да. день, ежедневно? Да, компьютер. А Мать внуки, вот эти хлопоты тоже Ну, а прибавляются? как же, конечно. Внук у меня в садике сейчас. Проблем таких больно нет. А пока не был в садике, я с ним. Ну, в принципе, я себя чувствую по своим годам. 60 есть, 60 лет. Так что... А что сказывается? Ну, а что сказывается? Сейчас откуда, как поймешь? То ли экологию, то ли питание. Сейчас у нас, посмотришь, очень много больных онкологических. Вот. Что может сказываться? Это никто, и ни наука, ни врачи, они сами не могут определить, не могут сказать это. Я себя чувствую хорошо. Ощущаем так же, как вы молодые, но мы старые уже, отработали свое. Ага, а 40 почему, лет. что придает тонуса, скажите? Может быть, хлопоты какие-то с внуками заняты? Да все нормально. Лишь бы войны не было. Ну, нормально чувствую себя. Я пенсионер. Нас на работе хотят поздравить. Дали деньги. 2006 рублей каждому пенсионеру. Очень спасибо. Хочу как раз воспользоваться моментом. Спасибо нашей организации. А что за организация? Сибайгаз, Межрегионгаз называется. Спасибо им. Они еще Ашхану приглашают нас. А так чувствую нормально, пенсионер. Солнышко, мне 69 лет. Вот. Под 70 уже. Вам не дашь совсем. Чувствую я себя хорошо, отлично, совершенно. А на сколько лет себя чувствуете? Лет на 45, не больше. Вообще отлично я себя чувствую. Ну, я всем помогаю. С внуками, с чужими я сижу у цыганей, сижу. Все в радость у меня, я, как сказать вам по-русски, спортом занимаюсь я, на 5 работах работаю. Вот это все мне, если я посижу, я заболею тогда. А так нет, я чувствую себя хорошо. Прекрасно прямо. И дай Бог всем так, чтобы себя чувствовали хорошо. В саду работаю, это самое, все лето работала, вот сейчас только закончили все. Все прекрасно.
Уже завтра в Сибае пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, на которую со своим товаром традиционно приезжают и фермеры из многих районов Башкортостана. Ну а в эти дни в городе на базе комплекса «Зауралье» работает передвижная всероссийская ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продукции. Настоящий праздник покупателя настал в эти дни в Сибае. На территории многофункционального комплекса «Зауралье» развернулась всероссийская ярмарка, предлагающая в одном месте товары из разных уголков России и даже стран зарубежья. В гастрономических рядах взыскательным покупателям доступны чайные коллекции буквально со всего света, широкий ассортимент орехов, цукатов и сухофруктов, а также колбасы и копчености производства Белоруссии. Шикарная колбаса с добавлением оленинки, детский сервелат, очень деликатесный. Телятинка в кролике, мяско страуса. Это у нас не диковинка. Это дело в том, что частные предприниматели, они выращивают все это в черносливе. Обратите внимание на сливочный сыр колбасный. Именно как раньше был. Обилие красочных тканей из Пакистана, всевозможные специи, а модницы Сибая будут поражены богатым выбором меховых изделий, платков и палантинов. Все по доступной цене. Шубочки у нас и норковые, значит, есть Греция, Италия, Москва, есть фабричный Гонконг. Турецкие дубленочки у нас шикарные, курточки, пуховички, пальто Москва производителей. Хорошего качества. Шубы все чипированы у нас, так что очень качественные вещи все. Цены у нас реальные. В конференц-зале расположились эксклюзивные изделия ножевого ателье и другие произведения декоративного искусства, вроде фарфоровых кукол, облаченных в костюмы разных народностей мира. В помощь хозяйке широкий ассортимент кухонных овощерезок, особенно актуальных в сезон консерваций и другие полезные в быту приспособления. Продавцы проведут индивидуальный мастер-класс, продемонстрируют свойства и научат обращаться с инструментом. Провожающие садовый сезон дачники найдут на территории ярмарки большой ассортимент саженцев кировского питомника, готовых к высадке в осенний грунт. Они, во-первых, у нас реанимированные, то есть это специально делается для того, чтобы деревья были морозостойкость хорошая. Вот. И это для суровых условий вообще-то деревья. Мы работаем специально с ними, с теми сортами, которые приживаются хорошо и зиму приносят хорошо. Одежда на примерку, продукты на дегустацию и другие прелести розничной торговли. Ярмарка в лучших традициях представляет ассортимент продукции поистине широкой географии. И съезжаются на нашу ярмарку представители, так скажем, всех регионов нашей России. Группа товаров вообще не ограничена, так скажем, от продуктов до вещей, до верхней одежды. Всероссийская ярмарка в Сибае проходит впервые и пробудет в городе до 2 октября. Время работы с 10 часов утра до 8 вечера. Спешите совершить покупки. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Еще одна информация от наших коллег из газеты «Сибайский рабочий». Это анонс нового номера городского печатного издания. В субботнем номере газеты «Сибайский рабочий» читайте выпуск рубрики «Семейный альбом». В этой рубрике горожане комментируют старые фотографии, которые переносят в прошлое. В детство, юность, помогает восстановить атмосферу тех лет, настроение, вспомнить забытые имена, события. Читатели газеты уже познакомились с фотоальбомами Альбины Кучумовой и Светланы Осиповой. На этот раз дорогие для себя фотографии представляет Забиров Ахрисламович Якупов. Также в субботнем номере любителей словесности ожидает очередной выпуск литературной страницы НЛО. В ней представлены стихи уже известной в творческой среде Сибая Алии Ахмедяновой, Елены Герасименко и непревзойденного мастера пера и ветерана-геолога Дмитрия Алексеевича Коноплина. На литературной странице также опубликован рассказ «Западня», автором которого является наш земляк, житель города Санкт-Петербург Александр Огнев. Кстати, сын уважаемого в нашем городе участника Великой Отечественной войны Ивана Огнева. Главной темой субботнего номера стал праздник Международный день пожилых. О жизнерадостных творческих личностях, представителях старшего поколения рассказывают материалы об участниках народного хора ветеранов, о 30-летия клуба «Фронтовые подруги» и бессменном его руководителе Наталье Васильевне Кадаковой. И в завершение выпуска я напоминаю, что в ближайший понедельник, 2 октября, в 15 часов дня Сибайское телевидение проводит кастинг на должность журналиста. Мы не вводим возрастных ограничений и ждем свою команду активных, инициативных, ну и, конечно, творческих людей. На этом все. Хороших вам выходных и всего доброго.